Российско-грузинский деловой совет при Торгово-промышленной палате страны создан в феврале текущего года и призван оказать помощь российским компаниям в поиске возможностей для выхода на грузинский рынок, налаживания прямых связей с партнерами и поставщиками продукции, продвижения проектов инвестиционного сотрудничества, выявления новых перспективных ниш взаимодействия. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере туризма и поддержания культурных ценностей в российско-грузинских отношениях. Вице-президент Торгово-промышленной палаты России Владимир Падалко сообщил, что ознакомился с регионом и видит потенциал для восстановления экономических и культурных связей с Грузией. Он также дал высокую оценку работе коллег из Ингушетии. Для активизации внешнеэкономической и межрегиональной деятельности Торгово-промышленная палата Ингушетии регулярно организует и принимает участие в мероприятиях, направленных на развитие сотрудничества между регионами и увеличение внешнеэкономической активности. Мы, так сказать, вектор видим, понимаем. Поэтому очень важно это. Спасибо, что вы обращаете внимание на маленький регион, но очень, так сказать, мы в последнее время в действительности реализуем и реанимируем предприятия. У нас в действительности есть что делать, и туристический кластер развиваем, как и в любом регионе есть жемчужина, что на Алтае, на Камчатке одно, а у нас другое, это Жайрасский район. И там уже в действительности у нас год-два там будет хорошие гостиничные комплексы туристические построены. Ну, наверное, видели, да? Вот. Да, он не строится, это мы его модернизируем. Вот. Да, и в плачевном состоянии был. На сегодняшний день там до 400-500 детей можем принимать, проводить там тоже мероприятия, да, и принимать детей с Донбасса. Мы уже принимали их. У нас там комплекс мужичей, спортивный комплекс. Там 200 человек могут остановиться, там навели порядок, и он в действительности в таком прекрасном, удобном месте, и там созданы все условия. И, конечно, надо создавать и туристические вот эти компании, которые есть. Мы уже обсуждали это, чтобы было обучение. Обучение было, сервис, люди. А все, у нас уже есть инвестор, он уже нам пока картинку, а так проект уже делается. Вот вы здесь были, у нас башня, а вот перед этим у нас площадь. И вот эту площадь, значит, там у нас тоже зашел инвестор, 850 миллионов, проект есть, уже делают. Внизу там еще 7 тысяч квадратных метров, торговых площадей. Поэтому вот такой вот план, и я надеюсь, что грузины тоже поедут смотреть. Мы отметили гостеприимство и четкую, правильную, структурную работу без каких-либо прикрас. Второе, мы отметили, когда приехали и посмотрели, как здесь вообще живет ваш город. Вот он небольшой, компактный, но в нем есть изюминка. Вот уже изюминка есть. Мы здесь не только проводим же заседание Российско-грузинского делового совета, это для нас маловато. Во-первых, я как в палате отвечаю за все внешние связи, за работу с отраслевыми объединениями предпринимателей, их 186. Это отраслевики. И мне завтра, когда я вернусь, придется им сказать, а что из себя республика представляет, а что здесь строится, а какие формы сотрудничества можно развивать, а на чем упор, а куда их направлять, какие мероприятия здесь можно проводить, какие условия есть и так далее. Все-таки у нас сейчас, слава богу, но трафик позволяет прилететь, быстро все здесь организовать. Поэтому мы приятно удивлены, и я хочу сказать, что мы искренне желаем развития и будем этому способны.